Все, дружбе конец. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как Владимир Путин смог разозлить Эмомали Рахмон. И это после жаркого выступления в адрес российского президента. Подписывайтесь на наше обновление, и точно будете в курсе всего самого актуального. Организованно завозить мигрантов из Узбекистана для работы в сфере легкой промышленности решили российские власти. Ранее узбекских граждан приглашали лишь для работы на стройках и в сельском хозяйстве. Как сообщает российская газета, в Россию приедет 10 тысяч работников. Минпромторг должен будет составить перечень предприятий легкой промышленности, которые имеют право привлекать мигрантов из Узбекистана. Отмечается, что участники пилотного проекта могут не обследоваться и вакцинироваться от коронавируса, но проходить медицинский осмотр. Одним из ключевых направлений проекта является квалифицированный отбор специалистов. Чем отлично то, что это достаточно хорошая и непыльная работа в теплых условиях и с хорошей заработной официальной платой. Но таджикские власти возмущены тем, что только граждан Узбекистана. Ведь количество граждан Таджикистана, работающих в России, огромно, а о них даже не вспомнили. Как вы к этому относитесь и хотели ли бы вы работать в этой сфере? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Строительные компании, участвующие в проекте, то есть потенциальные работодатели, заявили о потребности в рабочей силе по конкретным специальностям и направлениям деятельности. Именно под них и стали привлекаться трудовые ресурсы с соответствующей квалификацией. Кроме того, в патенте, который выдавался иностранным гражданам, указывалась конкретная компания-работодатель, что позволило избежать невыполнения обязательств работника по трудовому договору, рассказал замглавы Минстроя Никита Стасишин. Что касается трудовых мигрантов из Таджикистана, то они по-прежнему предпочитают попасть в Россию в индивидуальном порядке. По большей части многих не устраивают условия, предложенные работодателями, а часть из них не имеет информации об организации набора работников. Хотя, по сведению Минтруда Республики, наши граждане востребованы на нескольких текстильных фабриках Ивановской области, в компании «Донской текстиль» в Ростове. Но из-за того, что в Таджикистане очень плохо развита эта система, мигрантам даже не доносится эта информация. Соглашение с Российской Федерацией об организованном наборе граждан Таджикистана для осуществления временной трудовой деятельности на территории Российской Федерации от 16 апреля 2019 года охватывает лишь малое число мигрантов. Большинство из них едет в Россию в составе набранной команды, затем сбегает с рабочих мест из-за малой зарплаты или ее задержек. Некоторые женщины-мигрантки, самостоятельно устроившиеся в швейные предприятия России, после одного сезона уже не хотят работать в них по тем же причинам. Как вы относитесь к тому, что наши мигранты не выбирают безопасность и задокументированность? Многие выбирают неофициальное трудоустройство лишь из-за того, что там больше зарплаты. Но когда что-то случается, им не к кому обратиться. Как вы относитесь к этой ситуации и что бы выбрали вы? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. И у нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!